Мы рады приветствовать вас на новой летней импровизированной студии. Мы расскажем вам о том, что было в городе и будет. Сегодня у нас в гостях будет мастер юмора Сослан Плиев. Но об этом вы узнаете чуть позже. Я знаю, как ты хотела попасть на хор турецкого. Расскажи, как там было? Да, мне удалось там побывать, чему я очень рада. Как мы и обещали, детальный отчет концерта хора турецкого. Давно мы не были на каком-нибудь рок-концерте. Хочется зарядиться энергией, получить какой-нибудь драйв. Наш город может что-нибудь предложить? Может, в Доме кино пройдет фестиваль «Рок Саммер». Там мы сможем зарядиться энергией. По-прежнему в кинотеатрах вы можете наблюдать фильм «Трансформеры», а 3 июля выйдут такие фильмы, как «Мачо Ботан» и «Лига мечты». У нашего вида спорта впереди светлое будущее. Каждый день в разных странах по всему миру рождаются новые федерации. Мы станем Fédération Internationale de Football Association. ФИФА. Ваша так называемая федерация пока даже не существует. У ФИФА нет денег. Мистер Риме, вам нужны деньги, нам нужен чемпионат мира. Все хорошее рано или поздно подходит к концу. Грандиозный фестиваль в гостях у Ларисы Гергиевой, на котором побывало множество знаменитых гостей, 5 июля проводит гала-концерт. Артем, ты знаешь, так хочется посмотреть хорошего советского кино. Жаль, у нас в кинотеатрах его не показывают. Почему? У тебя есть такая возможность. Открытый летний кинотеатр «Ракушка» предлагает посмотреть такие фильмы, как «Приключения итальянцев в России» обожаю. и «Приключения Шурика». 11 июля там же выступит камерный хор «Алания» под руководством Агунды Кукойти. Водный цирк будет радовать всех жителей нашей республики вплоть до середины июля. Те, кто не побывал, вы еще можете успеть. В прошлом выпуске видеофиши мы говорили о новом проекте стендап от мастера юмора Соса Плиева. Сегодня Сослан у нас в гостях. Сослан, здравствуйте. Привет. Расскажите нам, пожалуйста, об этом проекте стендап. Откуда эта идея пришла и как она зародилась? Вообще, вообще с Англии, да? Да, с запада, с западу. Вот. Ну, на самом деле, просто несколько наших ребят, они работают на канале ТНТ, в том числе на проекте стендап-шоу. Вот, и о том, чтобы здесь дать возможность молодым комикам, ну или тем, кто себя таковыми считает, реализоваться. Речь об этом шла уже давно, уже несколько лет. И вот, наконец, все сложилось. У меня появилось время просто организовать это, да, заниматься организационными, ну и какими-то там теоретическими занятиями. Ребята с Москвы обещали приехать почитать мастер-класс. Вот. Нашлись люди, которые готовы предоставлять там со временем площадку для выступлений. Ну вот, все сложилось так в тот момент, когда должно было сложиться. Ну, значит, вот начался такой период становления стендапа, такого жанра юмористического. Возможно, получится. А как тренинги проходят? Вы их чему-то учите? Ну, теория, да, теория, посттеория-то она существует, как это ни странно, но в юморе есть теория. Стендап — это очень структурированное искусство. Это только вам кажется, что выходят какие-то люди и кривляются. Еще такой вопрос, а вообще можно научить шутить человека? Это реально? Вот, что конечно, можно. В принципе, человека можно научить всему. Даже медведи ездят на велосипеде в цирке. Ну, человека это можно научить всему. Другое дело, что большинству это в принципе не надо. Вот, они потребители юмора, но никак не его производители. Вот. Поэтому это всего лишь ремесло. Конечно, которое требует какого-то склада ума, характера и в первую очередь желания. Но научить, конечно, можно. А говоря о практике, ребята будут потом выступать? Ну, конечно, да? Конечно будут. То есть мы постараемся организовать им, да не постараемся, это не так сложно. Организовать место для того, чтобы вечеринку вот, организовать, и люди, чтобы показали, чему они научились.
Это несложно, тем более вход-то будет бесплатный на все эти вещи. Это технические вечеринки, где будет все это обкатываться. Она будет не одна, а потом уже они будут вместе с московскими комиками какие-то совместные концерты. Потом, может, если все это выльется в одну большую там 2-часовую программу, которую можно показывать уже на сцене, почему нет? Я думаю, на этом мы и закончим. Хорошо прошло интервью с Асланом, но я знаю одного парня, который справился бы на стендапе даже без уроков СОСа. Тоже. Вот он. Ура! Здравствуйте, здравствуйте. Эй, yo, what's up, nigga? Расскажи нам, Алихан, как это сниматься в GTA? Тяжело ли импровизировать, доставать всех подряд? На самом деле импровизировать не так уж и сложно. Главное, как говорится, желание и добрый подход, добрый порыв. То есть люди, когда к человеку подходишь с юмором, с улыбкой, улыбка, она всегда располагает к себе людей. Дело в том, что впервые я ощутил приход музы при моем рождении. С тех пор она меня не покидает. И еще у меня есть, вот как вам сказать, не то чтобы талант, это прозвучит нескромно, но есть такая отличительная черта во мне. Я очень коммуникабельный человек. Вот, мне легко найти подход практически к любому человеку. Вот недавно, даже вчера буквально, Дмитрий Анатольевич Медведев обратился ко мне с вопросом. Тот самый? Представляете? Тот самый. The Premier Minister of Russian Federation asked me, ну когда же выйдет очередной долгожданный выпуск Grand Travel Alliance? Я сперва подумал, что мне это снится, может быть, какие-то магнитные бури, потоки. Оказывается, сам премьер-министр следит за моим нашим проектом. Но бывали ли случаи, когда найти подход было просто невозможно? Ну, не то чтобы невозможно, но были сложные ситуации. Человек, когда чувствует на себе давление камеры, он замыкается в себе, закомплексовывается и старается уйти от него. Но основная моя задача не дать человеку уйти, заинтересовать его чем-то. В первую очередь поднять настроение человеку, который участвует в моем съемочном процессе. А расскажешь нам, хотя бы тайну небольшую, что будет в следующем выпуске? Все ждут, все интересуются, мы не можем не задать этот вопрос. Единственное, что я могу сказать, что следующий выпуск также разомнет мышцы лица у всех наших людей, на горожане. Вот, будет весело, будет интересно. Скучать не придется, это 100%. Честно, я поделюсь с вами вот откровенно. Кроме бреда сейчас в голову ничего не идет. Знаете почему? Потому что я уже идти. В натуре, что греха. Еще минут 5, осталось. По моим подсчетам мы еще где-то час должны идти, честно. Давай вот сейчас честно, не будем обманывать друг друга. 10 минут. У тебя, в смысле, 10 минут, они из чего? Из латекса сделаны? Блин, я тебе говорю 10 минут. Вот 10 минут засеки. Все, и потом через 10 минут меня спроси, сколько осталось, я тебе скажу опять.